Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «О войнах». И депутат парламента Чеченской Республики Алихан Элимбаев, с которым и поговорим, где плюсы, а где минусы в вопросе детей и интернета. Машойлу. И переходя к нашему разговору, мой первый вопрос, Алихан, согласитесь, тема актуальна на сегодняшний день. Да. Дети, подрастающее поколение и интернет, я бы сказал так. А вот как вы сами относитесь к интернету? И что интернет значит для вас? Вот такой первый вопрос, прошу. Ну, Лома, как мы все знаем, сейчас в современном мире, в эпоху глобализации, современных нанотехнологий, интернета, цифровизации, без интернета никуда, как говорится. Потому что в интернете можно черпать знания, полезные, хорошие. Есть еще другая сторона. Если человек, который не умеет пользоваться и не знает, к чему он идет и что ему нужно, он может попасть в некоторые такие негативные сети, где он может дойти вплоть до уголовного дела. Это понятно. А что интернет значит для вас? Ну, для меня, как человека, активно занимающегося национальной политикой, законотворчеством, молодежной политикой в нашем обществе, для меня интернет – это хороший ресурс для работы, для самореализации, для самосовершенствования, самообразования, где можно без больших усилий узнать много полезной информации. А сколько времени вы проводите в интернете? Скажем, в день? Ну, день в зависимости от того, чем занимаюсь по работе или в выходные, в зависимости от периода времени. В среднем Ну, сколько, вот так скажем? В среднем, если взять за сутки, можно так и до часу дотянуть, если чисто проведение в сети присутствия, и до 2. Это много для вас, мало или достаточно? Ну, как человек, занимающийся и общественной, и государственной политикой, и, как говорится, и в семье, и в быту, это довольно-таки хорошая такая... Достаточный промежуток. Достаточный, да. А сколько времени в сети должен проводить ребенок и с какого возраста должно начаться знакомство ребенка с мировой сетью? Ну, вопрос такой довольно-таки широкий. И все-таки? Да, ребенок, он, как говорится, как говорят некоторые сторонники психологии, сторонник такой теории чистого листа, которые говорят, что ребенок это подобно чистому листу, и что взрослые нанесут на него извне, то и на нем будет по жизни присутствовать. Соответственно, если мы дадим полную как бы вседозволенность ребенку, вкладывая в его руки гаджет, без всяких ограничений, родительского контроля, ограничений разных сайтов, то, соответственно, ребенок зациклится в нем, он утонет в нем. И это чревато очень негативными последствиями. По-моему, ребенка надо очень строго контролировать в плане пользования сети интернет. И чисто его надо направлять. Если родитель, то ли в школьном возрасте педагог, если ребенка не будет направлять в правильное русло, где он будет познавать полезную информацию, там, не знаю, о мире, об обществе, о разных предметных уроках, то ребенок в любом случае, как мы знаем, вплоть до экстремистских течений, там все есть. И негатив есть, и как бы аморальные есть вещи. Все есть? Все есть. А вот И с какого ребенок, возраста, Алихан, должно начаться знакомство ребенка с интернетом? Ну, в любом случае, была моя воля, ограничил бы до окончания среднего звена школьного возраста. Понятно. А сколько времени ребенок должен проводить в интернете? Ну, я считаю, это частный вопрос. И все-таки? И все-таки, в любом случае, родитель, если он
осознанно завел семью, то он должен знать, на что гораздо свой ребенок, свое чадо, что ему нужно и на что он его ориентирует по жизни. И в зависимости от вот этого определения ему надо определить степень проведения времени в интернете и сферу, где он будет что-то познавать в интернете. Что-то познавать. Да, и только для этого. И только для этого. И тут тогда другой у меня вопрос, Алихан. Познавать что? Где тут минусы, где тут плюсы? Ваше мнение? Ну, конечно, без определенных Понятие знаний... познавать, оно растекаемое Конечно, такое, конечно, большое. Конечно. Без определенных знаний пользования сети интернет, и если ребенок не знает, к чему он идет, что ему нужно в этом интернете, какие сайты, он будет просто копать то там, то здесь, то там, то здесь. И, соответственно, он с легкостью может наткнуться на негативные сайты, аморальные сайты, экстремистские сайты, где все рады таким посетителям. И они пудрят мозги, вербуют и направляют этих наших детей против же нас. Против Это наших, минус. Да, это большой минус. Большой минус. Потому что такие случаи, как мы знаем в нашем обществе, в современном мире, их очень много, которые нам говорят, что вот в одном или в другом регионах есть много случаев, там, заманивая какие-то, на первый взгляд, какие-то такие легкие такие игры, эти дети попадают в какие-то негативные начинается сети. с этого, Да, с легкой игры такой, и ненавязчивой. они, как говорится, впадают в такую пущу таких событий, откуда они никак не могут и выйти, и с другой стороны не могут поделиться с взрослыми, с родителем, потому что тут тоже есть боязнь порицания со стороны родителей, что их поругают, там много чего. И их вот ведут администраторы этих сайтов, и порой бывает, что они приходят к плачевным Это один из исходам. самых больших минусов. Да. А где у нас плюсы? В чем самый главный плюс? По вашему мнению. Ну, как мы знаем, все мы были студентами, учащимися. Мы из интернета брали очень много той информации, которую в тех или иных учебных пособиях или в книгах мы не могли в наших библиотеках в то время еще достать. В этом плане, если под четким контролем родителя, то ли педагога, если ребенок будет направляться, то в сети интернет он может очень много полезной информации взять, вплоть до дистанционного образования. И вот где эту грань родителю нащупать? Что можно, что нельзя ребенку? Как это сделать? Ну, вы знаете, Лома, если честно сказать, если сам родитель не имеет понятия, с чем он столкнулся, и какие двери открывает тот или иной гаджет, который в его руках находится и который он предоставляет своему ребенку, то порой, зачастую, этот же родитель может с легкостью стать наставником своего ребенка на негативный путь, на неправильный путь. Сначала родитель должен осознавать, что он хочет своему ребенку дать и где это нужно взять в этом интернете, на каких сайтах, на каких соцсетях. И, соответственно, он четко должен контролировать, что посещает свой ребенок, сколько времени он проводит, и по итогам какого-то мониторинга должен анализировать, в каком русле идет его ребенок в пользовании этого интернета. Что он сегодня, проведя, например, условно возьмем час времени в интернете, что он приобрел, какие знания, что полезного, что негативного, куда он в ненужное место попал, где он хорошо занимался чем-то полезным. Контроль родительский должен быть. Жесткий контроль должен быть. Даже, можно сказать, и жесткий. А это не может навредить? Нет. Потому что мы все выросли в эпоху, где главным лозунгом подрастающего поколения был
учебник лучший друг ребенка. Соответственно, сегодня, если одночасье отключить тот же интернет по всему миру, мы не станем бездарными какими-то неандертальцами. Мы сможем на тех произведениях, на тех учебных пособиях, которые доселе учились наши родители, мы с вами вырасти достойное поколение, которое может на любом уровне, на мировом уровне заявить о себе, о своем образовании. Потому что былое светское образование, оно в мире считалось самым лучшим. Где не было интернета, Согласен. где не было гаджетов, где не было планшетов, которые сегодня повседневно, ежедневно, можно сказать, в тех или иных учебных направлениях, в тех же школах их вводят в обязательном порядке. И это, по моему мнению, ни к чему хорошему не приведет. Нашими гаджетами были книги, Да. в первую очередь. Да. Вот это было для нас самое главное. Алихан, смотрите, есть мнение, что если бы такие соцсети, как TikTok, Instagram и другие, были физическими местами, большинство родителей не разрешали бы своим детям посещать их одним. Вы согласны с этим мнением? Ну, если так подойти к этому, конечно, с этим можно согласиться, но в тех же гаджетах, будучи виртуальными соцсетями, эти соцсети можно контролировать с легкостью, потому что ограничить направление соцсетей для установки в гаджеты для своего ребенка, родитель может с легкостью ограничить своего ребенка от влияния этих сайтов. Поэтому лучше всего, если ребенку необходим телефон, есть кнопочный телефон, у которого нет выхода в интернет. Просто для того, чтобы звонить? Конечно, конечно, чтобы определить, где ребенок находится, что ему необходимо, и узнать его состояние. Ограничения нужно вводить. Конечно, конечно. Они и есть. В каждом гаджете есть в функциях, есть ограничения, есть родительский контроль, такая функция, где родитель может, пользуясь настройками, ограничить своего ребенка, чтобы... Ограничения во всех отношениях ограничить. пользования интернетом для ребенка надо вводить в любом случае. Обязательно. Это ваше мнение? Обязательно. Принимается. Я почему эти вопросы вам задаю, Алихан? Я у вас это все спрашиваю, как у человека, который долгое время работал и продолжает работать с подрастающим поколением. Вы были и председателем молодежного парламента, вы работали и в комитете молодежи, и сейчас продолжаете работать с нашим подрастающим поколением. Вот опять у вас хочу спросить, чем рискуют сегодня наши дети в интернете? Еще раз. Риск, как мы знаем, очень большой, потому что из ближайшего прошлого мы имеем такую практику, что введенные разными негативными сайтами такие игры, подобные как «Синий кит» и такие их множество, наши дети доходили вплоть до летальных исходов. По результатам игры ребенку навязывают некоторые красочные, такие демонстративные исходы этих игр, что ребенок должен пожертвовать своей жизнью ради изящества конца игры. Соответственно, в России очень много было в прошлые несколько лет, особенно до пандемии, годы до пандемии, что даже одной игрой этой «Синий кит» много детей покончили жизнь самоубийством. Возникает зависимость? Очень сильная. Сильная зависимость возникает. Это только эти игры. А сколько там экстремистских течений, сколько там разных псевдорелигиозных течений, сколько всяких таких прозападных, аморальных, которые в сущности своей не имеют никаких культурных ценностей, демонстрирующие, навязывающие подрастающему поколению аморальный образ жизни. Их очень уйма, очень много. Соответственно, тот контроль, о котором мы говорим, он должен быть жестким. Однозначно. И жестким. Понимаете, вы, наверное, тоже это заметили,
Сейчас у нас в современной нашей жизни, в современном мире распространена вот такая практика, когда для того, чтобы успокоить или отвлечь ребенка, родители вручают ему телефон, гаджет. Да? Вот как вы к этому относитесь? Как вы относитесь к тому, что трехлетний карапуз уже с телефоном бегает, сидит, и невозможно его отнять, он начинает плакать? Вот с этого возраста, вам не кажется, уже сам родитель, который так поступает, он вовлекает в зависимость своего ребенка, или я не прав? Однозначно вы правы, Ломан, в этом вопросе, потому что, как мы знаем, в трехлетнем возрасте ребенок должен идти в садик, а в садике должны быть образованные, готовые вырастить из этого ребенка полноценного школьника, гражданина, должны быть воспитатели. Воспитатели, как мы знаем из методики воспитания подрастающего поколения, есть очень много ролевых игр, которые в садиках дети участвуют, играют, и тем самым они им демонстрируют идеального гражданина, идеального семьянина, идеального сына, отца, брата. И вот такие духовные, моральные, нравственные, национальные вот эти ценности прививаются, что ни один гаджет в этом процессе, он как бы не необходим. Абсолютно отсутствие необходимости этих гаджетов и того же интернета. Потому что максимум, что им в этом процессе, в этом возрасте нужно, это старые добрые мультики, где демонстрируется добрососедство, доброжелательность, великодушие, братство, забота о старших, о младших. Вот это надо им прививать. А тут что? Что ни посмотри, где ни посмотри, современные интернет, вот эти мультики цифровые, то человек с одним глазом, то с рогами, то там единорог, то там робот комбинированный какой-то виртуальный что-то. И вот нарушается психика детей. Нарушается психика детей, что дошло до того, что если сегодня сказать, дать задание ребенку, нарисуй своего идеала, например, человека, своего идеала, он где-то нарисует либо какого-то трансформера, либо какого-то персонажа из этих мультиков. Или Капитана Америка, да, как говорится. Либо какого-то фантастического героя. Нету у них в сознании того, что нам прививалось, что Мади Джамерс – это наш герой, Турполхо, что Тайми Биболт – это наш герой, это политический, государственный деятель государственного уровня, который смог прийти к соглашению с царской властью в тогдашнем времени, сохранение нашего строя, нашего менталитета, всех наших вот этих. И вот такие вот эти прививания вот этих ценностей, в этом процессе абсолютно эти гаджеты и интернет. Но не надо просто ребенку, трехлетнему, необходимости. Плачущему ребенку этот телефон в руки и говорит, вот на, играйся, только не Современные мамы, скажем, они опираются на единственном одной пословице. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ей главное, чтобы он не плакал, он не мешал их вот этим повседневным делам, а то, что он в этом интернете, в этом гаджете пользуется, заходит на разные сайты, где он может получить такое задание в очередной игре. Попасть под влияние? Под влияние и получить такое задание, возьми из кухни нож и зарежь свою маму, когда она спит. Есть такие много случаев, и в России есть, и за рубежом есть. И это все демонстрируется в том же интернете, в тех же телевизионных передачах, что это чревато очень сильными последствиями. Контроль в любом случае должен быть. И, конечно, и наш народ, наша республика, как мы знаем, мы потерпели очень сильных и долгих двух военных кампаний, и мы становимся на ноги. И не будь бы такого лидера, как у нас в лице нашего главы республики, который делает все необходимое во главе своей команды и старается наставлять всех и повседневно, проявляя свою активность,
и он своим поведением учит нас, как надо себя вести, как надо работать и с молодежью, и обществом. И нам вообще очень надо строго к этому подходить. И быть внимательным. Быть внимательным. Со своими Потому детьми. что наша республика славится в Российской Федерации, поскольку я знаю статистику, мы за эти последние 20 с лишним лет в статистике отсутствия межнациональных конфликтов мы находимся на первом месте в Российской Федерации среди 85 субъектов. Соответственно, если у нас даже нет межнациональных конфликтов, межконфессиональных конфликтов, тем более у нас, как народ, имеющий неписанный институт семейного воспитания испокон веков, мы не можем себе позволить настолько деградировать наше подрастающее поколение, чтобы самим как-то комфортно себя чувствовать. И отдать своих детей на какой-то откуп интернета. Именно, я вас правильно понял? Да. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень актуальный и интересный разговор. Смотрите, есть мнение, что необходимо помнить, что во многих случаях для современных детей общение в интернете компенсирует, скажем так, недостаток родительского внимания. Это так, ваше мнение? Это однозначно, я считаю, так, потому что я знаю вот из практики своей семьи, у нас, например, наша бабушка всегда, можно сказать, вот с раннего утра и до поздней ночи, пока мы не засыпали, она с нами проводила время, она нас учила, наставляла, порой даже играла с нами, даже в прятки, разные игры. Вот. И вот это именно, у нас никогда не было необходимости и стремления куда-то выйти на улицу, куда-то пойти в чей-то огород, где-то куда-то полезть на какое-то дерево чужое. Было потому такое. что старшие внутри семьи проводили максимально полезное время с подрастающим поколением. Соответственно, они прививали и национальные ценности, и духовно-нравственное воспитание проводилось, и учили нас и делать намаз, и все. А сейчас хочет ребенок научиться намазу, на телефон научись там на каком-то сайте. Нет, не нужно предоставлять своего ребенка кому-то иному, потому что сам Всевышний дал этого ребенка нам, чтобы мы занимались их воспитанием. Мы их готовили к полноценным гражданам общества, чтобы мы их готовили полноценными мусульманами, которые, в свою очередь, дальше и дальше будут передавать религиозные, национальные и нравственные ценности, которые нам от Всевышнего через нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, достались через и готовили 1,5 века. Гражданами и патриотами своей Родины. Однозначно. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо, удачи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. В интернете есть как плюсы, так и минусы. Но все это зависит от родителя. Куда пойдет его ребенок, когда он заходит в мировую сеть. Вот тут родителю надо быть внимательным. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и депутат парламента Чеченской Республики Алихан Элимбаев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.